В эфире информационная программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Краленкова. Добрый вечер. Вначале коротко о темах. Снижена грузоподъемность на ключевых маршрутах, включая переправу Якутск-Нижний Бестях, а с 8 апреля ограничения станут еще строже. Сегодня в стране отмечается профессиональный праздник образования органов предварительного следствия в системе МВД Российской Федерации. В Якутске состоится премьера мультимедийного спектакля. Постановка переосмысляет якутский героический эпос и переносит его в современность. В Мирнинском районе прошел конкурс «Семья года», объединивший 5 активных семей. Мероприятие стало ярким праздником традиций и здорового образа жизни. Вековой юбилей шахматного движения в Якутии отметили открытием этапа Кубка России среди мужчин на призы главы республики. Росгидромет прогнозирует сложное половодье в этом году. Из-за раннего вскрытия рек на 10-15 дней раньше нормы и высокого риска образования заторов. Уровни воды выше нормы ожидаются в большинстве федеральных округов, включая Сибирь и Дальний Восток. Для мониторинга ситуации ведомство использует нейросеть, спутниковую группировку и систему геогидрологии. Также прогнозируется ранний и затяжной пожароопасный сезон, который продлится до октября. В Якутии для профилактики лесных пожаров продолжит эксперимент по искусственному вызыванию осадков. Что касается паводка в Якутии, вскрытие рек ожидается на 3-5 суток раньше нормы. 15 апреля закроются ледовые переправы в центральных районах Якутии. Проезд для всех видов транспорта будет запрещен. Уже с 27 марта снижена грузоподъемность на ключевых маршрутах, включая переправу Якутск-Нижний Бестях. А с 8-10 апреля ограничения станут еще строже. Допустимый вес машин сократят до 20-40 тонн в зависимости от участка. На некоторых направлениях, например, Хатасы-Павловский и Кангаласы-Сотинцы, пока действуют более высокие лимиты. Но ситуация под контролем. При ухудшении состояния льда ограничения ведут оперативно. Кроме того, грузоподъемность до 10 тонн снизили на автоземниках в Ленском, Алекминском и Тампонском районах. В северных и арктических районах переправу планируют закрыть 20-24 апреля, но сроки могут сдвинуться раньше из-за погоды. В Якутии прогнозируют затяжной пожароопасный сезон, который продлится до октября из-за климатических изменений. Для борьбы с лесными пожарами в республике успешно используют метод искусственного вызывания осадков. Он увеличил объем дождей на 62%, что позволило минимизировать ущерб и существенно сократить расходы по сравнению с затратами на тушение. Оценку рисков уже направили в регионы и профильные ведомства. По словам экспертов, с апреля по сентябрь число дней с высоким и чрезвычайным классом пожарной опасности ожидается в Южном федеральном округе, на юге Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского округов, на севере Северокавказского округа, а также в Забайкалье и Якутии. Месячная норма осадков выпала в Якутске за первые дни апреля. С начала сезона на полигон вывезено более 507 тысяч кубометров снега. К слову, 2 предыдущих месяца в столице республики тоже выдались снежными. Работа по уборке и вывозу снега ведется в усиленном круглосуточном режиме. Задействованы Якутдорстрой, подрядные организации управ, а также управляющие компании. Народная примета гласит, если листья не опадают долго, то зима будет короткой. И забылось, тепло в Якутию пришло необычно быстро. Так быстро, что растаявший снег обнажил прошлогоднюю, пережившую всю зиму, листву на деревьях. Откуда растут ноги у природной аномалии, разбирался наш корреспондент. Глядя на деревья в столице, можно подумать, что весна поторопилась. И несвойственные якутскому апрелю зеленые листья уже пробились. Но по пожухлости легко понять, что это живое, или не очень. Напоминание о прошлогодней теплой осени. Предположение, какие причины стоят за причудами погоды, есть у горожан. Наверное, зима слишком рано пришла и не успели опасть листья. Наступила ранняя осень, я так думаю. Быстро зима пришла из-за этого. Да, скорее всего так. С сентября уже снег выпал. Как думаете, может быть, у нас климат меняется?
Меняется? Да, скорее всего. Да, меняется. Резко Очень- холодает, резко теплеет. Жители Якутска зрят в корень. Дело действительно в непривычном поведении погоды. Правда, ученые объясняют так и не опавшую листву осадками, если быть точнее, их недостатком. Я это могу связать только тем, что со второй половины октября у нас была необычная погода. Температурные условия не были нарушены, а тем, что очень долго не было осадков и отсутствовал снег до начала ноября. Переживать, что осенние листья помешают росту новых, не стоит. Почкам на деревьях ни жарко, ни холодно. Они все равно успели пройти все циклы развития. А старая зеленая гвардия уже отдала все жизненные соки. При наступлении морозной погоды они все погибли, да, они уже погибшими вошли. Сами они, эти листья, уже перегнали то, что нужно, питательные вещества, которые нужны для зимостойкости растений, они были уже перекачаны в течение сентября и первой половине октября. Возникает другой, даже более масштабный вопрос. Дает ли таким образом природа знаки о глобальном потеплении климата? Сказать сложно. Пока специалисты могут говорить только о единичном случае. Но в чем сомнений нет, так это в скором появлении свежей листвы на улицах Якутска. Эржена Гармаева, Виктор Дичковский, Якутск. В Якутске с 11 апреля начнется второй этап вакцинации животных от пастереллеза. По сообщению Управления ветеринарии Якутии, на 9-й день после первых прививок жалоб на заболевания животных в Якутске не поступало. Массовая вакцинация, осмотр поголовья прошли 28-29 марта. Специалисты подчеркивают, что прививка – единственный эффективный способ защиты. Владельцам напоминают о необходимости регистрации скота в системе Хариота домашних животных в базе «Все звери». Это необходимо для контроля эпизоотической ситуации в регионе. При Минсельхозе республики продолжает работу оперативный штаб. В Якутии продолжают масштабно расселять аварийное жилье. В этом году планируют переселить почти 2000 человек. За последние годы уже удалось помочь 50 тысячам якутян. Это 4-й показатель по России. Министр строительства региона Виктор Романов отметил, что работу ускоряют. Часть домов построят досрочно, а также привлекают небюджетное финансирование через комплексное развитие территорий. По всей России в рамках нового нацпроекта до 2030 года планируют переселить 345 тысяч человек. Новое мини-приложение госуслуги «Дом», которое значительно упрощает взаимодействие жителей многоквартирных домов, заработало в мессенджере Макс. Теперь пользователи могут не только общаться в домовых чатах, но и решать важные вопросы по обслуживанию своих домов в режиме одного окна. Мини-приложение интегрировано в домовые чаты и доступно через чат-бот госуслуги «Дом». С помощью нового мини-приложения жители могут просматривать информацию о своей недвижимости, передавать показания счетчиков и составлять заявки в управляющую компанию или ТСЖ. В Якутии продолжается работа по предоставлению адресной помощи участникам СВО и членам их семей. В первую очередь это предоставление материальной помощи на газификацию жилых домов и санаторно-курортное лечение, на компенсацию стоимости профессионального обучения и на получение социальных услуг. Данная помощь была оказана свыше 7 тысячам человек. Также в центрах занятости населения военнослужащие и их семьи получают помощь в трудоустройстве. За прошедший период трудоустроено 808 человек, 257 направлены на получение образования. В текущем году планируется завершение работы по внедрению государственной информационной системы «Защитники Отечества», которая позволит проактивно отслеживать, анализировать необходимые данные по всем ветеранам специальной военной операции и семьям погибших героев. Кроме социального сопровождения, филиал Фонда «Защитники Отечества» содействует в проведении мероприятий для ветеранов и членов их семей. Активность охватывает 4 ключевых направления деятельности фонда. Это патриотическое воспитание, спорт и досуг, увековечение памяти погибших героев. Сегодня в стране отмечается профессиональный праздник образования органов предварительного следствия в системе МВД Российской Федерации. Начало официальной деятельности следственного аппарата
органов внутренних дел было положено указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года. В их компетенцию вошло расследование общеуголовных преступлений. Сегодня в 3-м отделе полиции города Якутска работает молодой следователь Кристина Лимаренко. Младший лейтенант юстиции пришла работать в органы в мае прошлого года и по итогам 2025 года была признана лучшим молодым следователем. Работа сложная, но мне нравится. Требуется железных нервов, стальных, усидчивости. Ошибки в нашем деле недопустимы, потому что на кону стоит жизнь человека, да? Решается судьба, точнее, человека. Но своим коллегам я хочу пожелать стрессоустойчивости однозначно, не терять голову, всегда находить компромиссы, решения. В Мирнинском районе прошел конкурс «Семья года», объединивший 5 активных семей под девизом «Крепкая семья, сильный район». Мероприятие стало ярким праздником традиций и здорового образа жизни для всего Алмазного края. Подробности мероприятия далее в сюжете. Участники районного конкурса «Семья года» соревновались в 5 различных номинациях, каждая из которых подчеркивала уникальность и значимость семейных ценностей. От семей, где есть участники СВО, до многодетных семей, хранителей традиций, сельских и молодых семей, каждая представила свою историю. Начавшийся с трогательных визитов, конкурс продолжился яркими выступлениями. Семьи пели, танцевали и читали стихи, демонстрируя свои таланты. Конкурс был такой очень волнительный, да, это очень как-то ответственно участвовать в таких конкурсах. Мы готовились. Самый волнительный, самый сложный этап был, наверное, творческий, потому что мы подготавливались все вместе. Времени было не так много, да, и как смогли, подготовились, выступили, приняли участие. Непростые вопросы, подготовленные сотрудниками городской библиотеки, проверили не только эрудицию, но и сплоченность команд. А заключительное дефиле «На одной волне» стало настоящим модным показом, где семьи продемонстрировали сильные семейные образы. Особое внимание привлекли супруги Лазаревы. Кристина исполнила мечту, выйдя на подиум в свадебном наряде. Владимир и Марьяна Лазаревы из Светлого поразили ретро-образами. Я неделю назад узнала, что муж нас записал на районный конкурс, и мы быстренько начали монтировать видео, готовиться к конкурсу, собирать образы. И в целом, думаю, мы сегодня очень хорошо выступили. И вот жюри объявило победителей. Овации удостоилась семья Семена и Кристины Лазаревых, признанная лучшей в номинации «Многодетная семья». Все участники получили заслуженные призы, а победители – дополнительные 10 тысяч рублей. Средства выделены по муниципальной программе поддержки семьи. Этот конкурс – яркое подтверждение того, что крепкие семьи – это основа процветания Мирнинского района. Анна Васильева, Мирный. Первая в России неделя космоса, приуроченная к 65-летию полета Юрия Гагарина, стартовала 6 апреля. С понедельника по воскресенье по всей стране пройдут научно-образовательные и культурные мероприятия, включая Российский космический форум 9 апреля. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря прошлого года. Организатором выступает Роскосмос. В Якутске состоится премьера мультимедийного спектакля «Лики Олонхо 2.0». Постановка переосмысляет якутский героический эпос и переносит его в современность. В центре сюжета женщины-воительницы, которые сражаются за благополучие своего народа. Подробнее о постановке в сюжете Лилии Бурцевой. Зрителей ждет синтез традиционных песен, импровизаций таюк, музыки и пластики современными визуальными решениями. Вместо привычных декораций студенты решились на эксперимент и создали футажи. Так картины на экране превращают сцену в живой мир Олонхо, создавая эффект полного погружения. История разворачивается динамично, с юмором, яркими образами и неожиданными сюжетными поворотами. Спектакль у нас поставлен по мотивам эпоса, и это своеобразная, так скажем, лаборатория
для театра Олонхо. Мы здесь проверяем какие-то моменты, потому что я сама являюсь еще режиссером театра Олонхо. И понимая, что нам необходимо для нашего спектакля, для нашего развития и поиска каких-то режиссерских приемов, может, педагогических приемов, мы обязательно ставим спектакль по Олонхо. На сцене студенты театрального направления. Несмотря на молодой состав, постановка уже успела выйти за пределы страны и была показана зарубежному зрителю. Так, с этой же постановкой артисты успели выступить на разных фестивалях, например, в Индии. Для многих из студентов игра в подобном спектакле является новшеством. Галина Кардашевская, студентка 4-го курса, исполнила одну из главных ролей. Она отмечает силу и стойкость своего персонажа. Это моя первая такая главная роль в студенческом спектакле. И такая немножко сложная, но в то же время очень интересная. И я очень рада, что получила эту роль. Она такая очень сильная, с внутренним стержнем. Создание спектакля – это всегда трудоемкий и длительный процесс. Все, что зритель увидит на сцене, создано самими студентами под руководством наставников. А костюмы разработаны с учетом культурного кода эпоса Олонхо. Премьера спектакля состоится 9 и 17 апреля на сцене Дома культуры и современного искусства имени Юрия Гагарина. Зрителей ждет яркое погружение в мир эпоса, где древние легенды оживают языком современного театра. Лилия Бурцева, Артур Наговицын, Якутск. Вековой юбилей шахматного движения в Якутии отметили открытием этапа Кубка России среди мужчин на призы главы республики. В борьбу за престижные трофеи вступили 58 участников из 12 регионов страны, включая Москву, Бурятию, Новосибирскую и Свердловскую области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Подробнее о турнире расскажет Анастасия Пуляева. Ровно 100 лет назад первый командный турнир между представителями Якутска и Вилюйска заложил основы шахматных традиций республики. Благодаря поддержке Алроса и Целевого фонда будущих поколений открылись новые возможности развития шахмат в Якутии. Качественно новый уровень начался с проведения этапа Кубка главы республики по шахматам, этапа Кубка России, объединившего десятки титулованных спортсменов со всей страны. Даем старт главному нашему турниру, который пройдет в течение 6 дней здесь, в стенах Национального художественного музея. Это турнир уже по классическим шахматам, то есть контроль будет уже по 1,5 часа каждому игроку на партию, то есть партии будут длиться 3 и более часов, поскольку еще идет добавление времени 30 секунд после каждого хода. 3-й год подряд на Кубке главы Республики Саха-Якутия применяем так называемый бакинский метод жеребьевки. Вот. Для чего? Для того, чтобы шахматисты Якутии непосредственно имели возможность выполнить норму мастера спорта России. Несмотря на сильный состав участников, побороться за победу готовы как опытные гроссмейстеры, так и амбициозные представители якутской шахматной школы. Конечно же, я постараюсь на максимум для того, чтобы показать достойный результат, потому что состав здесь довольно сильный. Успехи якутских шахматистов на международной арене подтверждают высокий уровень подготовки. Участница Кубка главы Арина Васильева одержала убедительную победу над московским гроссмейстером Владимиром Захарцевым. Отметим, что Арина является воспитанницей гроссмейстерской школы Якутии, которая открылась на базе Малой академии наук республики при поддержке Алроса. И уже в 2025 году Арина Васильева выполнила гроссмейстерскую норму и завоевала звание женского мастера ФИДЕ. Это 3-е по значимости пожизненное звание, присуждаемое Международной шахматной федерацией. Безусловно, это большой успех, это основа, то, что гроссмейстерская школа двигается в правильном направлении. И я очень рада, что все идет так. Сегодня интеллектуальный спорт объединяет тысячи жителей республики. Масштабное развитие шахмат стало возможным в том числе благодаря поддержке Алроса. Этот турнир проходит при поддержке крупных компаний, которые работают на территории нашей республики. Это компания Алроса, прежде всего, которая уже более десятилетий поддерживает развитие социальной сферы и в том числе развитие физкультуры и спорта. Более 9 тысяч человек в нашей республике занимаются шахматами на систематической основе. Кроме того, мы отмечаем, в последние годы появляются призеры различных турниров шахматных. И это говорит о том, что развитие идет наступательно, развитие идет правильно.
Одно из ключевых событий в российском шахматном мире продлится до 10 апреля. Имена победителей станут известны по итогам финальных туров, которые определят лидеров. Диана Антонова, Анастасия Пуляева, Станислав Потапов, Якутск. В Якутии стартовала неделя продвижения здорового образа жизни с 6 по 12 апреля. Главная цель мероприятия – популяризация основ ЗОЖ, правильного питания, физической активности, качественного сна и отказа от вредных привычек. В рамках тематической недели в медицинских организациях региона пройдут школы здоровья и акция «Будь здоров». Одним из ключевых событий станет межрегиональная выставка «Медэкспо. Здоровье и красота-2026». Также запланировано выступление ведущих врачей на радио и телевидении. Ежегодно по традиции в это время года проводится республиканский фестиваль Куюр-Олонхото. Это конкурс сказителей Олонхо и зимних подледных рыбаков. В этом году мероприятие прошло в селе Сите Кабяйского улуса. Оно было приурочено к 120-летию Олонхо-сута Ивана Николаева и цеху Олонхо в Кабяйском улусе. Всего на соревнования по подледной рыбалке было заявлено 5 команд. Это команды из Чурапчинского, Намского, Мигно-Кангаласского и Кабяйских улусов. Участники соревновались по нескольким командным видам: прорубание лунки, гонка на лыжах, обсага, перетягивание каната и эстафета с мешком. По итогам фестиваля наиболее выносливыми и успешными оказались рыболовы из Чурапчинского улуса. Соревнования у нас проходят с утра, уже прошли 5 видов спорта. Это эстафета, хамур-хапсагай и так далее. Сейчас идет соревнование по куюр. Ребятам дали 2 часа на рыбалку. Пока все идет нормально. Посмотрим, как покажет себя ребята. Куюр развит давно, издревле. Ребята, местные охотники занимались и занимаются. В Приморском крае с наступлением весны увеличивается число случаев обращения граждан, обнаруживших маленьких тюленей на берегу. Причины попадания животного в тяжелую жизненную ситуацию бывают разные. Потеря или гибель матери, сильные приливы, а также итог человеческой деятельности. В целях просвещения деятелей и взрослых музея Арсеньева начали проводить интенсивы для небольших групп. В Приморском крае музей Арсеньева совместно с реабилитационным центром «Тюлень» провел образовательный интенсив для детей и взрослых. В стенах музея участники узнали о биологии вида и значении тюленей в культурах коренных народов Дальнего Востока. В реабилитационном центре «Тюлень» участники узнали о работе центра, особенностях спасения морских млекопитающих, а также судьбах спасенных тюленят. В ходе экскурсии был показан фильм о цикле спасения тюленей от привоза в центр до выпуска в естественную среду обитания. Участники получили рекомендации о правильных действиях при обнаружении животного. Отдел природы – это большой проект музея Арсеньева, который состоит уже более чем из 11 курсов. А каждый посвящен определенной теме. Есть курс «Мое море», посвященный флоре и фауне Японского моря. Есть курс по Уссурийскому краю, посвященный Уссурийской тайге, собственно говоря. Новые курсы у нас появляются регулярно. И мы всегда стараемся не просто занятия проводить внутри музея на экспозиции, но и куда-то выходить, выезжать. Тут понятно, мы выезжаем в реабилитационный центр, с курсом «Юный натуралист» мы выезжаем в ботанический сад, проходит у нас занятия и в океанариуме в том числе. То есть мы через историю, через культуру знакомим детей и их родителей с культурой природы и края. То есть миссия у нас такая. Как отмечают специалисты, при встрече с тюлененком нельзя возвращать его в море, кормить молоком, трогать или гладить, поскольку это может нанести вред животному. Единственное верное решение – вызвать специалистов реабилитационного центра и дождаться их прибытия на место. Однако не каждый тюлень на берегу нуждается в спасении. Вмешательство оправдано только в случаях, когда животное имеет явные признаки травм, сильного истощения или длительное время не меняет положение. Мы официально работаем с 2007 года, у нас будет 20 лет в следующем году. Мы занимаемся оказанием экстренной помощи детенышам тюленя. В нашем ареале это ларго, как правило, в 99% случаев. Лечением, раскормом и возвращением в естественную среду. Сейчас пока 6, сезон только начался. Обычно такое мартовское количество. Обычно это истощение, обезвоживание и, как следствие, уже пневмонии из-за экстремально раннего разлучения с самкой.
Интенсив «Тут-тюлень» повысил информированность жителей края о правильных действиях при спасении морских млекопитающих. Организаторы надеются, что совместные усилия специалистов и горожан помогут сохранить популяцию тюленей и минимизировать вред для молодых особей. Иннокентий Кычкин, Владивосток. Такими увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.